Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. О главных событиях к этому часу. Сегодня в Татарстане простились с Ильнуром Сибгатуллиным. Сержант-контрактник погиб на Украине 26 февраля во время проведения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации. Накануне соболезнования выразил Рустам Миниханов. Сегодня церемония прощания прошла в Нижнекамске, на родине Ильнура Сибгатуллина. На площадь Монумента Победы пришли его родные, близкие и общественность. Каким они запомнят защитника Родины, расскажет Дмитрий Аренин. На площади Монумента Победы Нижнекамска сегодня 1000 человек. Жители города, курсанты военных училищ, юноармейцы, ветераны пришли проводить последний путь своего земляка, профессионального военного Ильнура Сибгатуллина. Он погиб при исполнении своего воинского долга. Никакие слова не заглушат сейчас ту боль утраты, которую испытывают родные, близкие, друзья Ильнура и все нижнекамцы, которые сегодня пришли сюда, на главную площадь нашего города. Исполняя свой воинский долг, он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей родине. Вся Россия, весь Татарстан вместе с Нижнекамском сегодня скорбит по невосполнимой утрате гибели гвардии сержанта Ильнура Сибгатуллина ценой своей жизни, исполнивший свой воинский долг. Ильнур, конечно же, был душой этого класса. С ним было очень спокойно. Ильнур Сибгатуллин учился в Нижнекамской татарской гимназии. Как вспоминают, он был добрым, открытым парнем, любил футбол и в спорте, и в жизни был душой коллектива, всегда готовым прийти на помощь. Если вдруг кому-то взгрустнулось, Ильнур старался обязательно поддержать настроение. Человек, который переживает и за своих близких, и за свою родину. Вот решил поэтому посвятить себя военному делу. Одноклассники, конечно, вспоминают о нем с такой теплотой, с такой нежностью. И вот очень, конечно, не хватает вот этого сейчас. В школьные годы он был очень активным, общительным, всегда помогал одноклассникам. Был физически выносливым, любил спорт, особенно хоккей. Свое будущее решил связать с военной службой. Он знал, насколько она тяжелая и ответственная. Старался быть полезным родине и обществу. Ильнур Сибгатуллин из семьи военного. Как и отец, решил посвятить себя профессии защитника Родины. Учился в Казанском высшем артиллерийском командном училище. В 2013 году поступил на контрактную службу в Ульяновскую часть воздушно-десантных войск. Она считается одной из лучших среди российских войск ВДВ. Гвардии сержант Сибгатуллин с гордостью, честью, достоинством выполнил свой долг. Он осознанно сделал свой выбор и неоднократно подтверждал своими поступками. И с гордостью пронес себя как настоящий десантник. Он был примером для своих подчиненных. Во время специальной военной операции Ильнур Сибгатуллин служил в звании гвардии сержанта. Ему был 31 год. В прошлом году Ильнур женился, детей не было. Аллах каршына кайткач миңа оятка калмас өчен. Мин бу сынауны тиешле рәвештә үтимме, юкмы? Ильнура Сибгатуллина похоронили на аллее героев мусульманского кладбища Нижнекамска. Дмитрий Аренин, Вадим Ларионов, ТНВ, Нижнекамск. Свою позицию по специальной военной операции России выразил глава татарстанской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана». Он уверен, наша армия выполнит поставленную задачу. Я думаю, просто настало время, уже терпение кончилось. Последнее выступление президента Украины о ядерной бомбе, он заикнулся уже. Я думаю, это уже перешло все границы. И тем более 8 лет жители этих республик терпели, сидели в погребах. Ну сколько может терпеть? Тем более это наши люди с российскими паспортами. И пришло время просто освободить. Сегодня из Татарстана отправилась очередная фура с гуманитарным грузом для переселенцев из Донбасса. Больше 10 тонн продуктов, воды, бытовой химии и техники. Машина должна прибыть в Ростовскую область через 2 дня. Это уже 4-й большой груз, выехавший из Татарстана. Вещи собирали всем миром. Простые татарстанцы, предприятия, молодогвардейцы и депутаты. Рамиль Галиуллин продолжит. Это вот уже по счету коробка. Со счета уже сбились, честно, какая коробка.
Последние приготовления. Коробки бережно укладывают в грузовик. Работают слаженно. Понимают, насколько важный груз. Вынужденные переселенцы – это в первую очередь дети, пожилые люди, матери. Очень много людей откликнулось. Приносили и детские вещи, одежду, средства личной гигиены, продукты длительного срока хранения, много-много различных вещей. Огромную фуру заполнили всего за несколько часов. В нее поместилось 13 тонн гуманитарного груза. Водителю предстоит одолеть более 1500 километров. Машина должна прибыть в поселок Красный Ростовской области через 2 дня. Есть, конечно, какая ответственность. Везу продукты, и все не на палетах, а на насыпи нагружено. Груз может и туда, и сюда пойти, поэтому надо повнимательнее, поосторожнее. На помощь откликнулись как рядовые татарстанцы, так и предприятия. Это уже 4-я фура, отправленная из республики. Всего отгружено 50 тонн гуманитарной помощи. К акции подключились и депутаты. Они собрали 3,5 миллиона рублей. Эти средства будут направлены в специально созданный фонд в Ростовской области. И далее средства будут направлены непосредственно на нужды беженцев из Луганской и Донецкой республики. Коллеги, которые как раз избраны с территории, куда уже сегодня прибыли из Донбасса, это Ростовская область, другие области, они уже многие там находятся и работают вместе со штабами региональными, оказывают непосредственно и организационную поддержку, и помощь, и материальную. Мы все депутаты направили средства своих заработных плат, помощь вот в этой работе. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Привезти товары первой необходимости в Казани можно в штаб партии на улице Горького. Обращаться можно и по номеру, указанному на экране. Рамиль Галюль, Надель Мендубаев, ТНВ, Казань. Итогом специальной военной операции России должна стать демилитаризация и денацификация Украины. Такую позицию высказал политолог Андрей Большаков. Давайте послушаем фрагмент его интервью. Ситуация стала просто неприемлемой в связи с тем кризисом, который разразился. Мы знаем, что это спор России и коллективного Запада, когда большую страну, претендующую на один из центров мирового влияния, вдруг запирают в узких рамках и говорит: это вы не делаете, это вы не можете сделать, это вы не должны делать. Естественно, она рано или поздно начнет очень сильно и активно сопротивляться. Вот сопротивлялись мы достаточно долго, 8 лет, в основном дипломатическими мирными путями. Переговоры, различные предложения, знаете, письма писали, нам ответы давали и так далее, и так далее. Но далее Россия осознала, ее руководство, наше руководство, что, соответственно, просто, выхода из этой ситуации нет, надо предпринимать какие-то действия. Мы видим, что борьба идет в экономике, санкции различные, антисанкции, обещания этих санкций, тоже составная часть. Наверное, в качестве итога мы должны увидеть демилитаризацию Украины, то, что провозглашается. И второе, то, что мне представляется более сложным моментом, это денацификация. В свете событий на Украине митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня призвал всех верующих к молитве о мире. «Сочувствуем всем, кого напрямую коснулась беда. Для нас она не чужая», говорится в тексте его обращения. Не стоит поддаваться эмоциям и идти на провокации, осуждать или ликовать. Русские и украинские народы имеют общую многовековую историю, восходящую к крещению Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Верю, что эта дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту, отмечает митрополит Кирилл. Официальный комментарий по ситуации на Украине сегодня опубликовало Духовное управление мусульман республики. Нам хотелось бы, чтобы западная общественность оставила лицемерие и двойные стандарты и была последовательна в своих действиях. Почему Европа так же активно и громко, как сегодня, не защищала с помощью политических и экономических санкций мусульманские страны, такие как Ирак, Ливия и Палестина, которые подвергались неоправданным нападениям? Конфликт на Украине начался не на прошлой неделе. Он длится уже 8 лет. В результате госпереворота Украина оказалась в руках неонацистов. От их бесчеловечных действий страдают представители всех конфессий, в том числе и мусульмане. Мы будем молиться и надеяться, что теперь этому придет конец. В Духовном управлении мусульман напомнили, идет сбор средств для помощи вынужденным переселенцам, а также призвали не доверять непроверенной информации, не оскорблять друг друга за разные точки зрения. Многие российские певцы, актеры и спортсмены поддерживают проведение специальной военной операции на Украине и дают свой ответ некоторым коллегам по цеху. Давайте послушаем. А где находились те звезды, когда все это происходило, когда именно украинский народ, это все
Это был адский ад, где находились украинские звезды, которые сейчас нас гнобят, которые с нами дружили, ручки пожимали, зарабатывали деньги у нас в России, имя. Они находились в России, они зарабатывали деньги. Если мои коллеги 8 лет не обращали на это внимания, мне очень жалко, что они сейчас вдруг обратили внимание на то, что якобы война началась. Нет, дорогие мои, война заканчивается. И если вы не видели этих фотографий убитых детей Донбасса, если не видели кадров снарядов реактивных с надписью «Все лучшие дети», которые посылались в сторону Донбасса, если вы не видели фотографии женщины, которая без ног, с ребенком на руках, погибшим от шального снаряда, лежит в луже собственной крови, то мне очень жаль, что вы так близоруки. Сила в правде. Это известная фраза, которую произнес Сергей Бодров. Сегодня отражает все происходящее на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение стать на защиту простых людей. Дать отпор нацизму, который паразитирует известно за счет. Любая война заканчивается. Пусть это закончится в ближайшие дни. Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом находится в Москве. Он уже провел встречи с руководством Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым и Михаилом Богдановым. Президент Татарстана вручил министру медаль столетия ТАССР за плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики. Его заместителю, дипломату Михаилу Богданову, орден Дуслак. Президент Татарстана сегодня встретился с представителями Российского фонда мира. Обсуждали сотрудничество по гуманитарным направлениям, в том числе в сфере благотворительности. Особое внимание содействию в укреплении мира и согласия между народами и странами. Напомним, Рустам Минниханов по поручению Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия. Исламский мир». В ходе встречи президента республики наградили юбилейной медалью Российский фонд мира 60 лет. Учитывая вклад Рустама Нургалиевича в укрепление международного авторитета Российской Федерации, за его большую работу по развитию межконфессионального и межнационального мира и согласия в республике, было принято решение о вручении такой высшей награды с памятным дипломом. Я уверена, что под руководством Рустама Нургалиевича Татарстан сможет выдержать в это сложное время и сохранять социально-экономическую стабильность. Сегодня на 81-м году жизни скончался бывший министр юстиции Татарстана Альберт Салабаев. С 1987 по 2004 год он был министром юстиции республики. Активно участвовал в подготовке и принятии Конституции Татарстана. При его участии были заложены законодательные основы развития республики, механизмы по обеспечению защиты прав и свобод человека. Высочайший профессионализм, невероятная энергия и упорство в достижении поставленной цели снискали ему заслуженный авторитет и глубокое уважение среди коллег и друзей. Светлая память об Альберте Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, который подписали Рустам Минниханов, Ментимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие официальные лица. Активнее выполнять наказы избирателей. Об этом сегодня заявил зампредседателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов на заседании комиссии по реализации наказов. Предложения от жителей поступили во время выборов 2019 и 2020 года. Все их внесли в единую республиканскую дорожную карту. Что вызвало обеспокоенность вице-спикера парламента, о чем просят избиратели и какие ведомства попали в зону критики, в репортаже Юлии Гоголевой. Очень беспокоит неудовлетворительное положение дел по реализации мероприятий, вошедших в республиканскую дорожную карту. Поэтому сегодня на заседании руководители многих министерств и ведомств обсуждали, как выполнить все наказы избирателей, а их во время выборов 2019 и 2020 годов поступило больше 8 тысяч. Единороссы создали республиканскую дорожную карту. По ней видно, что выполнено, а что нет и по каким причинам. В 2020 году большая часть обращений была решена, а в 2021 этот показатель всего 63%. К сожалению, все завязано на выделении средств, финансовых средств. Мы стараемся получить максимум средств с федерального центра, обоснованным, аргументированным. Минобр выполнил лишь половину наказов от избирателей. Большая их часть была связана с капремонтом и строительством детских садов и школ. Впереди возведение объектов в Апастово, Пестрецах, Елабуге, селе Шуран Лаишевского района и Альметьевском микрорайоне Алсу.
Тут мы идем совместно с Министерством строительства бок о бок в этом вопросе. Наш субъект второй по количеству заявленных объектов 66 заявляется на 96, но нам, к сожалению, Москва срезала 30 объектов. Большая часть наказов, которые вошли в дорожную карту, связана с благоустройством территорий, строительством и ЖКХ. За 2 года из запланированных Минстроем мероприятий выполнено 79%. В прошлом году мы сделали более 1200 домов, дворов, в этом году 1200 дворов, программа утверждена. Мы максимально, старались, чтобы те дворы, которые не вошли и которые сегодня заявлены жителями на ремонт, все заявки неправильные, чтобы они вошли. У нас сегодня осталось 29 объектов. Это детские площадки, спортивные детские площадки во дворах и сами дворы. Большая часть наказов к Минздраву касались строительства или ремонта ФАПов, установки аптечных киосков на селе. Здесь удалось выполнить половину от запланированного. По наказам 2021 года всего у нас 13 мероприятий, из них 6 выполненных, 7 перенесены. Они все попали в программу модернизации первичного звена, федеральная программа до 2024 года. По поручению председателя парламента Фарида Мухаммедшина комиссию по реализации наказов возглавляет Марат Ахметов. Руководителям министерств и ведомств он посоветовал максимально ответственно подойти к разработке дорожной карты на 2023 год и включить в нее все, что пока еще не успели сделать. Очень много обращений с вопросами ремонта и строительства объектов. Мы составляли дорожную карту по наказам жителей с учетом того, что если они попадут в республиканскую программу, то будет проще их финансировать. Как выяснилось, мы постарались включить больше, чем можем реализовать. По итогам совещания республиканским министерствам поручили провести ревизию дорожных карт. Большую часть наказов определено выполнить в течение 2024 года. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В этом году внесены изменения в порядок получения детских пособий. Поправки коснулись проверки доходов семьи. Об этом сегодня рассказали на заседании объединения женщин депутатов Госсовета Татарстана Мерхамят Милосердие. С 1 апреля при подсчете среднего дохода семьи не будет учитываться арестованное имущество. Заявитель должен иметь официальный доход за последний год. Это новые условия для выплат на ребенка от 3 до 7 лет и пособий одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Невежество, равнодушие и жлобство – трагедия архитектурного наследия под Казанью. Власти Верхнеуслонского района вычеркнули из истории старинный кирпичный завод, когда собственник решил снести его остатки. Читайте сегодня репортаж «Реального времени». Татарстанцы, живущие у Камы и Волги, беспокоятся, что береговая зона разрушается. Из-за ежегодных перепадов уровня воды в Куйбышевском водохранилище каждый год берег обваливается до 5 метров. Наиболее опасное место – в Камском устье. Здесь в зоне обрушения проживают сразу 400 человек. Фейруза Мазитова с подробностями. Эти кадры с берега Волги. Именно отсюда начинаются экскурсии для журналистов. В роли экскурсовода сам министр экологии Александр Шадриков. На специальном водном транспорте направляемся в сторону Камского устья. И по пути министр говорит о проблемах Куйбышевского водохранилища и способах решения. Мы сегодня делаем вам эксклюзивный вот это именно показ, как регулируется, как мониторится сам гидрокаскад, Волжско-Камский гидрокаскад. Одна из сложных проблем – разрушение берегов Волги. В основном это Камско-Устинский район. В зоне риска проживает около 400 человек. Несколько лет назад они обратились в Министерство экологии и в другие ведомства. Это острая проблема. В первую очередь это для тех, кто живет рядом с берегом. Вы сами уже видели, какие разрушения, все уже ближе к населению уже. Это первая береговая линия. Как мы видим, здесь берегоукрепительные работы просто необходимы, так как разрушение происходит до 5 метров. Специалисты связывают это с перепадами уровня воды. Осенью она ушла почти на 3 метра. Тогда и начали берегоукрепительные работы. При поддержке Росводресурсов по поручению нашего президента Рустама Нургалиевича данный объект начали прорабатывать по включению в федеральную программу. С условием софинансирования в данном объекте будут освоены средства в сумме 221 миллионов 900 тысяч. 58% суммы из федерального бюджета по программе воспроизводства и использования природных ресурсов. Остальные средства выделит республика. По словам строителей, все готово к старту работ. Осталось дождаться весны. Здесь мы будем забивать шпунты, шпунт Ларсена 5 ОМ.
Да, будем забивать в зависимости от погоды или с понтонных мостов, как бы с воды, если вода будет подниматься, или будем с берега экскаваторами забивать. Начнут работы в апреле. Строители учитывают и возможные риски. В случае повышения уровня воды в половодье начнут позже. В Камском устье опыт укрепления берегов уже есть. Это будет второй этап. Протяженность берега 580 метров. Такие работы проводятся в нескольких районах республики. Завершены в поселке Красный Ключ в Нижнекамском и в селе Именьково, Лаишевском. Фирза Мазитова, Адель Миндубаев, ТНВ, Камско-Устинский район. Это были все новости к этому часу. До встречи. Здравствуйте! В четверг на погоду окажет влияние южный циклон, который будет перемещаться от Черного моря на северо-восток. С ним будут связаны и осадки, и понижение температуры воздуха к концу недели. По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 марта в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачная погода с прояснениями. Днем без осадков, а вот вечером местами снег. До 1 градуса ниже нуля. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пока также без существенных осадков наблюдается разброс температуры от ночи ко дню из-за уплотнений облачного покрова. Ночью до 10 мороза, а днем всего -1. Облачно с прояснениями и в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Тут синоптики также пока осадков не обещают. Ночью прохладно, а днем теплее. Одевайтесь тепло, весной погода обманчива. В Арске, в Кукмаре, Балтаси осадки не прогнозируются. Небольшой мороз -3. На дорогах по-прежнему скользко, будьте предельно внимательны и осторожны. Облачно с прояснениями и в Болгаре, Дрожжаном, Буинске. Без осадков и всего 0 градусов днем. Жителей Альметьевска, Чистополя, Мамадыша весеннее солнце будет радовать своим теплом. Осадки не ожидаются и около нуля. А вот в последующие дни синоптики обещают понижение температуры до -20 в ночное время. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В «Доктор Ост» пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Фармлет. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. К вечеру возможен небольшой снег. Ночью -6, а днем около 2 градусов ниже нуля. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.